Сәлем достар, мультфильміміз сонына етті. Біз фетислямнен бері отырамыз ве біздің яйнымыздың ең яқшы әдетлерден бірісі шында өз әмелге кетедек. Яғни мұсафірлеріні біз қабыл еттік студиямызда. Яйнымыздың башында сесіліндірілді ки бүгін халқара гönüllüler күні байрамы қадетіле ве тамам бойле инсанларды бүгін біз студиямызға дәвет еттік ве гүзел бірлік хақында лав көрсетежекміз. Aslında айтқанындық программамыздың башында 2018 сенесі волонтерлар елі деп қайдетілі, бұндан да қайры бүгін көңілілер байрамы қайдетілі. Ве бұл себептен біз бір қач, невбетекі бір қачдаға мераметлік ақында лаф етежеміз. Ве біздің студиямызда Евгений Кравченко, Тепло сердец Джемат лейхасының координаторы, ве Дарья Федосова, Тепло сердец Джемат лейхасы координаторының ярдымчысы. Всем алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Как настроение, как началось утро? Отлично, хорошее утро. Приятно в вашей такой теплой компании. Да. Взаимно. Рада вас видеть. Первый наш вопрос, конечно, будет связан непосредственно с общественным проектом «Тепло сердец». К счастью, такие организации, общественные объединения на сегодняшний день для Крыма не редкость. «Тепло сердец». Как возникла идея создания этого проекта? Почему именно такое название? И кто на сегодняшний день является членами этой инициативной группы? Координатор. Проект возник группой, собрались несколько человек. Давайте что-нибудь интересное привнесем в нашу жизнь, не только там для себя что-то делать, но и поделиться с этим. Дарья, кстати, принесла этот проект нам. Он такой, знаете, сразу зашел. Знаете, когда человек что-то рассказывает, и он приходит, сразу в него все проникаются им. И пошло. Это проект был по установке окон, и мы решили, что это будет «Тепло сердец». Тепло детям. И отсюда пошло название «Тепло сердец». Вот такой проект, вот рассматривали его, как лучше сделать. Выбрали, что окна. Думаем в дальнейшем и о детской площадке там же. Но вот сейчас основная задача – это окна. Подарить тепло. Потому что такой, мы несколько раз туда ездили, холодно очень. Он расположен рядом с морем, и как бы ветра продувают, а окна 65-го года. То есть здание нуждается в капитальном ремонте. Это речь сейчас идет о детском доме, да, которому именно ваша Да, Чернышевский детский дом. Протянула руку помощи. Да? Да. Расскажите об этом, почему был выбран именно этот детский дом? На самом деле, чтобы помогать не так много нужно, да, просто созвонились с волонтерами Крыма и спросили у ребят, какие есть проекты, за которые никто не берется, да, какие-то масштабные, крупные, чем можем помочь. Они предложили несколько вариантов, рассмотрели с ребятами, выбрали вот этот. Как-то вот он сразу нам лег. Мы поехали, посмотрели, познакомились с директорами, пообщались с детьми, действительно убедились в том, что помощь важна и нужна, и поэтому вот как-то выбрали сразу. Как мы сказали нашим телезрителям, сегодня Международный день волонтера. 2018 год в России – это год волонтера. Вот по вашему мнению, насколько общественность сейчас активно принимает участие в таких делах, да? Насколько она готова уделить внимание, скажем, проблемам чужих, поучаствовать в этом? Вы знаете, бывает по-разному. На самом деле большинство все-таки тянется к благотворительности. Сейчас уже люди дошли до того, что акцент делать не только на себе и на достижении своих целей. Также фокус вовне. И действительно предлагаешь, и многие говорят, я давно об этом думал, просто вот как-то не доходили руки вот в этой рутине. И благодарю, что да, ты именно помогла мне вот поучаствовать. И потом вот, например, есть блогер Вильям, он поучаствовал в нашем проекте, и я уже смотрю по истории в его инстаграме, что он планирует также продолжать и уже вызывает ребят к новогодним праздникам также поучаствовать в благотворительности, подарить детям какие-то подарки. Вот. Ну, пока, видимо, какая-то идея есть, еще не знает, какому детскому дому будет помогать, но вот такой толчок мы ему дали. А сколько всего участников в вашем проекте? 21 человек. 21. Именно кто занимается волонтерством. А так, география участия, на самом деле, у нас есть и из Канады, Москва, по России тоже ребят привлекаем, вот, с Кубани, потому что я сам с Кубани. Как бы вот, в принципе, география вот этого всего. И на самом деле, вы знаете, очень много
фирм начало принимать участие не как отдельные люди, а как фирмы. И вот это самое, на самом деле, такие спонсоры хорошие, которые принимают участие активно, и они помогают всеми силами. И это, что на самом деле очень радует. И сам фокус людей изменился, что помочь, поддержать, интересно стало им в этом плане. И просто обширнее стали это освещать, и это стало лучше. Для понимания, что мы делаем, как делаем, потому что есть много недоверия к волонтерам, что, ну, сами Да, знаете... все-таки ответственная миссия. Да. И вот сейчас это все освещается, и как бы все ближе проникаются этим, тем, что мы делаем. И спасибо вам за это. Да, и вчера буквально знакомый пришел, говорит, да, я там начал вовлекать уже своих знакомых поучаствовать. И они говорят, да, и слышали, причем этот знакомый говорит из Джанкоя. То есть про нас уже проект и там слышали. Поэтому доверие больше значительно. Чернышевский детский дом – это ваш первый проект? Ну, первые, которые мы координируем, а ранее принимали участие в других проектах, которые ребята организовывали. На каком этапе сейчас находятся работы, скажем так, как уже было сказано телезрителям, вы взяли такую ответственную миссию создать тепло, да, для ребят. Расскажите, на каком этапе, как продвигаются дела, насколько помощь идет со стороны? Ну, смотрите, этап по нашему проекту была заявлена сумма 450 тысяч, собрано уже больше половины. Надеемся, что в ближайшие этапы все закончим. Сегодня я после вас еду на завод, делаем аванс, заказываем уже окна, и до 17 января они будут установлены. Плюс в дальнейшем уже после 17 января будут делаться уже такие работы, откосы, уборка, ну, чтобы уже полный порядок был. То есть не просто оставили после себя разрушенное, а именно уже все сделано было и четко, чтобы даже если будет государственная приемка, возможно такое быть, чтобы не было никаких нареканий и возражений, потому что на самом деле все должно и делаться по ГОСТу, и устанавливаться соответственно с ГОСТом. То есть это определенные требования. Да, это все экологично. Это не просто там, знаете, мы пришли, там захотели как сделать, а именно по ГОСТу делаем и устанавливаем. И это контролируется. Евгений, вы сказали, финансовая поддержка очень важна. Много ли фирм, предприятий или частных предпринимателей в Крыму или вообще, которые охотно идут на поддержку? И в целом участвуют, да, в таких вот благотворительных акциях, скажем? Вы знаете, я вот только на этой неделе пойду по крымским фирмам, а вот так у меня вот участие принимают в основном московские фирмы. Как бы очень соглашаются. Местные вот тоже... Я разговаривал, знаете, тоже вот как Дарью повторюсь, они, говорит, думали об этом, и вот сейчас, говорит, давайте вот с радостью, ну, преподнесите проект, все равно это тоже презентация должна быть. И, говорит, я уже, говорит, посмотрю и будем, говорит, разговаривать дальше, потому что везде нужно и делать презентацию, чтобы люди понимали, что мы делаем. Мы знаем, что люди откликнулись всесторонней, да, поддержкой детскому дому, не только финансовая, еще передают подарки, вещи детям. Вещи, да. Да, мы вот вещи собираем, вот так получилось, что некоторые люди отдают вещи, и новые вещи отдают, мы только за. Я пообщался с директором, он говорит, давайте, почему бы и нет, любая поддержка – это хорошо. И сейчас мы хотим перед Новым годом организовать такой, может, мини-утренник для детей с каким-нибудь мастер-классом. Вот у нас есть мальчик, который занимается глиной, лепит игрушки. Вот хотим провести для детей мастер-класс по лепке из глины. Плюс подарки подготовить для ребят. Тоже там праздник принести, там Деда Мороза, Снегурочку. Ну, устроить праздник, потому что Новый год – это семейный праздник. Подарить тепло во всех Да. смыслах этого слова, Да. Ну, потому что окна это хорошо, но дети немножко по-другому, да, воспринимают. Им больше хочется внимания, взаимодействия где-то вот такого творческого. Там, кстати, очень развитые дети. По физматематике очень. На олимпиадах выигрывали. Они участвуют по футболу, очень развитые ребята. Не поверите, у них даже есть мячик футбольный, подписанный сборной России по футболу. Они третье место, по-моему, заняли. Да, по То есть России. активные, да, ребята? Ребята активные очень, что было удивительно, там такие вот именно физмат, физически развитые, то есть мы ездили туда и не раз как бы смотрели. Очень удивительные ребята, и что самое главное, они не закрыты, а открыты, они к общению прям тянутся. Это хорошо. И очень
знаете, большой плюс, там очень хороший директор. Юрий Дмитриевич, он прям вот человек такой душевный. Для детей, за детей, и вот с ними прям как со своими. Замечательно. Дарья, как было уже сказано, сейчас идет достаточно такая большая, да, популяризация волонтерского дела. По вашему мнению, какие последние тенденции, да, развития этого движения в Республике Крым? Тянется ли молодежь к этому? Не только молодежь, насколько общественность, да, все-таки готова сегодня протянуть руку помощи, если брать не конкретные, да, проекты, а в целом волонтерское движение Крыма? Да, я и ранее принимала в других проектах участие. Молодежь тянется и охотно, особенно если это предоставляешь через соцсети. На самом деле это, наверное, такое вот, да, то, что работает действительно, и они доверяют блогерам. Блогеры с удовольствием принимают участие, размещают пост, да, делают истории в Инстаграм, и люди откликаются с удовольствием. Это видно по комментариям, которые они пишут. Можно через комментарии уже перейти на человека и лично уже с ним пообщаться, и все только за. И вот, да, действительно разную помощь предлагают. Кто-то, допустим, финансово не может, но у него там были дети, от которых остались в хорошем состоянии игрушки, вещи, они начинают это предлагать, но мы с удовольствием, мы никогда не отказываемся, принимаем все. Многие просто говорят, когда вы поедете в детский дом, я хотела бы съездить с вами, да, там, могу чем-то помочь. Да, действительно, а принимают ли, скажем так, участие эмоциональное, да, если вот сказать в кавычках, не только делом, а возможно и посещают вместе с вами ребят? Да, отзываются. И если вот приняли участие, допустим, нам какие-то деньги уже дали, постоянно или созваниваемся, или видимся, узнают, как проект, как продвигается, насколько там активно. Говорят, что вот предлагала, сбрасывала вашу ссылку своим знакомым, родителям. Ну, то есть, вот, То есть действительно переживают, да? от души Да, переживают. это знаете, как 6 рукопожатий, только они все дальше и дальше идут. Начинаешь с одного человека, а он к другому, и вот так вот переходит. На самом деле такие удивительные метаморфозы происходят, что не ожидаешь там, где не ожидаешь, и вот получаешь на самом деле положительные результаты. Безусловно, тот проект, который вы реализовываете на сегодняшний день, он очень благородный, затратный как по средствам, так и по времени, да, действительно тяжелый проект для реализации. Есть ли уже планы на будущее? Есть ли какие-то заметки, возможно? Да, на самом деле, может, вот этот проект мы завершим и немножко сами отдохнем, но будем участвовать, поддерживать других ребят в этих же проектах. То, что по времени очень затратно, на самом деле. Каждому здесь действует личное вот общение, вот очень много говорить, рассказывать, объяснять. И как бы, когда об этом говоришь, люди понимают. И такие проекты интересны, вот то, что волонтеры Крыма помогают в этом, дают интересные проекты, выбирают, это очень... Я, на самом деле, первый раз здесь так столкнулся с этим, и мне стало интересно, я хочу и со своими друзьями с Кубани поделиться этим. Ну, такой проект, ну, после таких проектов немного надо отдыхать. Да, безусловно. И что немаловажно, да, что все волонтерские движения так или иначе тесно сотрудничают между собой. Пересекаемся, конечно. Мы спрашиваем, допустим, с ребятами, у которых получилось уже создать, да, проект, который завершили, как, что, где находили спонсоров, финансирование, как вы это преподносили, какие презентации, видео, ну, в общем, узнаем, как они работали, да, и что сработало у них, и применяем у себя в проекте. Как человек, который хочет что-то отдать, может с вами связаться? Есть какие-то пункты приема вещей, либо нужно нести к вам в офис? В соцсети, как бы, обычно созваниваемся, либо где-нибудь встречаемся, либо к нам Еще приходят. Да, здесь как бы мы, как говорится, коммуникабельны, потому что люди везде бывают. То, что мы ездим и по Крыму ездим, тоже общаемся. Тоже идем навстречу, когда люди к нам приезжают. В принципе, в соцсети, тепло сердец. Вот, все как бы это... ВКонтакте есть? Группа ВКонтакте, да. Как бы это основной порт. Также есть волонтеры Крыма, у них также это все есть. Это самое проще, наверное, найти через волонтеров Крыма.
Сегодня, в такой замечательный праздник, Международный день волонтера, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Возможно, какие-то идеи, да, призывы, не оставаться равнодушными к чьей-то беде. Сейчас у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям. Пожалуйста. На самом деле, для того, чтобы помогать, наверное, самое маленькое – просто не проходить мимо. Просто не проходить мимо. Не обязательно это будет, да, наш проект, какой-нибудь другой. То, что вас заденет, а на самом деле отдавать это гораздо приятнее, чем принимать. И когда вы это попробуете, просто это будет в вашей жизни и сделает ее счастливее. Да, самое главное это не проходить мимо, а участвовать в этих проектах. Даже, вы знаете, не финансово, а может просто словом поддержать. Морально поддерживать. Да, поддержать. Поддержка – это самое главное, которого не хватает во время вот таких проектов. И если поддержка есть, поддерживать человека, все будет. И все будет получаться. Только вместе, как говорится, мы можем сделать мир лучше. Да, и каждый может сделать, Да, привнести частичку. что-то свое, да. Спасибо вам большое, желаем вам успешной реализации этого замечательного проекта, его завершения уже, и уверены, что, конечно же, это тепло, да, которое вы поделитесь с детьми, обязательно вернется вам тоже чем-то благим. Спасибо большое, хорошего дня вам. Спасибо. Ойлеже сағылы достлар, дамлая гол олар деп нафле айтмағанлар бір елден келген бір ярдым, нәтижеде бұйық бір иш япа білен. Біз есе яйнымызны девам еттеміз, илерде да мұсафирлеріміздің субъектсізні беклей, шымды есе программамызның невбеттеки қысмына кечеміз.